Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой. Это случится совсем скоро. Что у вас на пороге? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что случится совсем скоро, что у меня на пороге. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, единичка у вас тут вышла такая классная, вот прям в ближайших событиях. Единичка — это всегда про победу, это про успех, это про признание, это про то, что люди, не только люди, да, но и вы сами себя считаете победителем. Вот идет в вашу жизнь эта единичка, вот именно над вами она находится. И от этой единички у вас еще как прирастет, да, либо прибудет. Может быть награда, премия, какие-то вот выплаты, да, денежные, либо, ну, не знаю, подарками что-то, да, могут вам там выдать, сказать, вот ты молодец, вот держи подарок. Будет очень приятно. Но вы этого заслужили, вы долго к этому шли. Вот наконец-таки вас будут отмечать. Так. Здесь вам придется как-то конкретно и усердно поработать, причем как бы на два фронта. Да, у вас может быть дома скопится домашняя работа и на работе, например, там будет аврал. То есть вы, ну вот прям на разрыв идете, да, и там вы должны все поделать, решить, успеть, и в другом месте, и на работе, допустим. Но вы, мои хорошие, сильнее, чем думаете. Плюс у вас вот на работе еще какие-то неожиданные помощники появятся. То есть люди к вам подойдут, тут два человечка вышли, которые будут предлагать вам помощь, либо какие-то услуги вам будут предлагать. Обязательно соглашайтесь, вам нужна будет помощь этих людей. Ну а что касается дома, вот то, что вы там себе думаете, планируете, вы сделаете гораздо быстрее. Быстрее, чем вы себе представляете, либо запланировали. Как-то быстренько вы все так порядок наведете, либо там все по своим местам расставите. То есть здесь переживать вам не стоит. Мало того, мои хорошие, работы будет много, но вам удача идет. Удача как там, так и тут. То есть, ну, как высшие силы помогают, да? И если раньше у вас что-то не получалось, либо что-то вы там делали, переделывали, то в этот раз вот прям как по маслу, тьфу-тьфу, как-то быстро, идеально. И вы и не устанете особо, да, несмотря на то, что огромный такой вот прям багаж у вас обязанностей. И все поделаете. И еще, знаете, как выслушаете очень много комплиментов, да, вот как ты все успеваешь, какая ты молодец, какие у тебя там ручки золотые, головушка светлая, то есть будет очень приятно. У вас тут люди как будто бы вас окружают и вот вами любуются, не завидуют, нет, любуются, удивляются вам, как вот у вас все получается, что вы молодец. Так, еще здесь какой-то блудный мужчина будет стучать в вашу дверь, либо это ваш бывший, либо это ваш, скажем так, настоящий, да, который, ну, скажем так, чудил, может быть, куда-то уходил, уезжал, но вот он возвращается, знаете, вот с такой головой больной, вот прям кружится голова, осознание того, что я был неправ, осознание того, что меня не простят, там, готов вымаливать, умолять, на коленях ползать, там, кататься в ногах, да, лишь бы она меня простила. То есть здесь человек, ну вот искренне, да, искренне настроен выпросить у вас прощения. Самое главное это, да, чтобы вы простили и не обижались. Ну и как бы задача номер 2 – это вернуться к вам, вернуться в ваш дом.
в ваши объятия, в ваше сердце. То есть человечек будет очень стараться. Другой вопрос, нужен ли он вам? Ну, это другой вопрос. Тем не менее, девочки, ну тут кто хотел реванша, кто хотел мести, пожалуйста. Либо кто ждал, надеялся, что человек вернется, ну, тоже вам вот радость. Он мало того, что возвращается, так он еще и осознает, что был неправ, что поступил плохо. То есть желание вот прям обнулиться, выпросить прощения и все заново начать. Так, также, девочки, кто в семье проживает, находится, здесь мужчина вас будет удивлять. Удивлять он вас будет следующим образом. У него какая-то прибыль пойдет, у него какие-то результаты пойдут. И даже вот самый пропащий мужчина, там, ну, лодырь, да, который тем и занимался, что пукал в диван, наконец-таки вот с этого дивана пропуканного встает, начинает работать, активничать. А ты ведь можешь работать, да, можешь это делать. Но у кого-то муж, а у кого-то может быть даже и сын. То есть человек начинает какую-то ну вот, новую главу в своей жизни, и она связана с какой-то активной трудовой деятельностью. То есть там на работу устроиться, туда-сюда, там что-то принес, заработал, купил, да, там денежку вам дал. Ну, такое очень приятное, прям тьфу-тьфу-тьфу. Девочки, кто ждал этого, ну, это ваш звездный час. Удивляться, улыбаться и радоваться, да, вот насколько мужчинка так себя проявит. Кстати, вам на вот, ну, вернее, у вас на пороге, да, очень много удивления и хороших таких хорошего настроения, вот именно вот все, что связано с коммуникациями, с общением, с любовью, вот, пары, семья. То есть люди вас радуют, радуют. Я вижу, что вы в каком-то настроении, вот упадническом, думаете, что, ну, господи, одна все на себе тащу, нет мне тут ни помощи, ни спасения, все какие-то собой занимаются, эгоистичные. И вам вот жизнь покажет, да, что нет, люди вас окружают вполне такие себе адекватные и могут и работать, и что-то делать, и осознавать, да, свои ошибки, исправлять свои ошибки. То есть еще приятно очень удивитесь. Так, здесь вас, скорее всего, будут приглашать в гости люди, которые... Не знаю, то ли они сошлись, то ли у них пара образовалась. Может, кстати, дограется, что ваш ребенок вдруг избранника, избранницу приведет, познакомит. Может быть, это не ребенок, может быть, брат, сестра. Ну вот как знакомство идет, да, одного человека вы знаете, а со вторым человеком вы знакомитесь. То есть еще и здесь вам придется с новыми людьми пообщаться. Почему-то вы тоже идете, знаете, вы идете в этот дом с напряжением, да, вы переживаете, кого я там увижу, кого я встречу, хороший человек, плохой. Вы заходите, вот с первого вот взгляда чувствуете энергетику человека и понимаете, что человек таки неплохой, и что, да, можно и общаться, и человек там с улыбкой, открытый, добродушный. То есть вам очень понравится. Вот там избранник, например, избранница вашего ребенка, либо ваших родственников, либо вашей подруги. То есть вы будете еще радоваться, да, радоваться, что не только вот у меня что-то происходит, меняется, но и как бы у тех, кого я люблю. Так, здесь какие-то интернет-знакомства, интернет-переписка, как будто бы два человечка сразу вот к вам с симпатией, либо с желанием там знакомиться, общаться, и они какие-то очень похожие в плане того, что вот, скажем так, отвечают вашим идеалам, да, либо вашим запросам. Ну, понятно, что идеалы не существуют, но люди оба симпатичные, оба интересные, и вы вот прям столкнетесь с такой дилеммой, да, с кем общаться, с кем встречаться и с кем стоит продолжать. Мои хорошие, выбирать я вам не рекомендую. Вы же не замуж выходите, да, вы просто общаетесь с людьми. Вы можете дружить как с одним, так и с другим. Ну, узнавать друг друга, да, общаться. Потом уже со временем определитесь, кто вам больше по душе. Но вот очень достойные люди, один и второй. То есть как бы выбирать будет очень сложно. Поэтому лучше общаться, лучше параллельно общаться, да, и потом уже со временем вы поймете, кому больше тянет. Мужчины очень приличные. Так, здесь у кого-то будет поездка
поездка, скорее всего, к родственникам. Причем поездка вот либо дальняя, либо какая-то затяжная. Может быть, вы близко будете ехать, но на какой-то определенный срок. Либо вы далеко будете ехать, ну, опять же таки, да, дальность пути, плюс еще и там вы на какой-то определенный срок задержитесь. Вот. Почему-то вы настроены так, что вы ничего хорошего не ждете. У вас больше вопросов, чем ответов по поводу этой поездки. Вот какие-то ваши ожидания, они чем-то омрачены. Не могу сказать чем, но ситуация будет совершенно другой. Вы почему-то готовитесь к какому-то негативу, либо каким-то нехорошим таким моментам. Все будет замечательно, вас там ждут, вас там любят, вас там, знаете, вот как королеву будут почитать, да, то есть там все к вашим услугам, все ваши желания, то есть выкажут вам какое-то невероятное гостеприимство, добродушность. И вот прям будут, там, не знаю, обнимать, целовать, и говорить, как мы тебя любим, спасибо, что ты у нас есть. Очень, кстати, приятно. Мало того, вот кому-то отыграет, что у вас какой-то интересный попутчик, либо попутчица будет, да, вот в дороге с кем-то познакомитесь. Это, сразу скажу, не про любовь, это не про отношения, это больше похоже про подсказки, важную информацию, либо... Вы знаете, человек может быть со связями, да, либо человек опытный в каком-то вопросе. Человек может вам предложить свои услуги, либо человек вам может предложить свой опыт, да, то есть рассказать, как он там что делал, чего добивался, либо поделиться какой-то очень важной информацией. То есть вы еще с кем-то вот поговорите, и действительно это будет очень полезно для вас. Так. Кому-то из вас идет новое жилище, новый дом. Ну, кто искал, кто хотел, может быть, арендовать, либо купить. Какое-то прям очень классное предложение. И вот какой-то странный внешний вид. Вот эта квартира, либо, ну, как строение, да, очень интересно визуально вот рассматривать, какая-то нестандартная архитектура. Вы в таких домах, например, не бывали, либо даже не предполагали, что вы можете там побывать. Что я хочу сказать? Очень выгодное предложение. И то есть вы просто обалдеете от того, что это, например, там недорого, да, либо вам по карману. Будете еще, знаете, думать, а почему я раньше этого не видела, там, либо не замечала, либо не смотрела на такие, например, дома. Вам, кстати, через женщину идет, либо оформлять документы будете через женщину, либо женщина будет вам продавать, либо аренду давать. И женщина очень приятная такая, знаете, миловидная, добродушная. Вам кучу советов там надает, может даже какую-то скидочку даст. Ну так, знаете, вот прям душевненько вы с ней пообщаетесь, будете крайне довольны. То есть идет вот новое жилище. Причем очень-очень симпатичная. Вы, вот кто особенно, да, хотел бы арендовать, там, переезжать вам надо, вы переживаете. Вы как будто бы, знаете, готовитесь к тому, что вы как на улице остаетесь и думаете, ну все, это конец. Я останусь на улице, либо там буду, там, не знаю, на вокзале спать, где там обычно люди там на лавочке в парке. А вам вот через эту женщину идет вот такое предложение, очень шикарное. Это везение. Везение, причем очень громкое, очень ясное. И раньше такого в вашей жизни не было, такого именно везения. Так, мои хорошие, здесь мне еще очень нравится, что у вас какая-то пойдет информация вот от высших сил. О чем-то вас предупредят, либо дадут вам какую-то подсказку. Через сон, через какого-то человека. Может быть, у вас вопросы, вы об этом думаете. Вам дадут подсказку, либо у вас идет подсказка через высшие силы. То есть высшие силы услышат, вам помогут, вам подскажут. Кому-то еще из вас идет встреча с детьми, либо с внуками. Вот, очень вы ждете этого, либо надеетесь. Будет встреча, и встреча будет очень классная. Прям все так друг за другом соскучились. Вот к вам, может быть, внуков подкинут, да, на лето. А может быть, вот неожиданно как-то, да, приедут ваши дети, приедут внуки. Очень приятно проведете время. Так, и еще
Я вижу, что кто-то из вас на что-то решится. Это решение касается вас, вашей внешности, вашего стиля, возможно, стиля в одежде, либо в прическе, в макияже. Что-то вы будете в себе менять под влиянием какой-то особы. Здесь очень яркий персонаж нам показали. Ну, такая модная штучка назовем. И вот эта модная штучка вас очень как-то круто преобразит. То есть вы понимаете, вы преобразитесь не только внешне. Когда посмотрите на себя в зеркало, вы и внутренне преобразитесь. Вот оцените себя. Может быть, вы критично к себе настроены. А когда посмотрите на отражение в зеркало, скажете: да ну что, королева, прекрасная королева. Это очень хорошее изменение. И, мои хорошие, если предлагаю, делайте. А хуже всего оставлять все как есть. Даже любые незначительные перемены, они меняют не только ваше состояние, да, но и ваше настроение. Вы себе будете очень нравиться. И не только вы себе, но вы будете нравиться всем тем, кто вас окружает. Очень много приятного о себе услышать, какие-то комплименты. Люди будут вами восхищаться, люди будут удивляться. Некоторые будут там разыгрывать сценки, что они вас не знают, не узнали, там обалдели, ослепли от вашей красоты. Но здесь какое-то максимальное удовольствие идет, и от этого нельзя отказываться, я считаю. Так, ну и еще момент, вот кому-то очень важно знать. Какое-то очень важное дело вы задумали, вы очень опасаетесь за это дело, возможно, никому об этом не говорите, возможно, вам и не с кем об этом поговорить. Вот, вы как будто бы в напряжении все носите внутри себя. Либо это дело, либо это какая-то ситуация у вас должна произойти. Вы совершенно не уверены в правильности вашего решения, вы сомневаетесь, вот до последнего будете сомневаться, надо, не надо, делать, не делать, как там все пройдет. Почему-то вы настроены на негативный результат. Либо вы в принципе не видите результата, и от этого вам еще страшнее. Мои хорошие мужчины, женщины, кто бы не загадывал, давайте я так скажу, если это дело касается материального, то есть деньги, получение, отправление, зарабатывание, может быть там бизнес, да, здесь сомневаться не надо. Просто ваше время пришло. И если вы посмотрите, да, как вы пришли к этому решению, либо к этой ситуации, вы поймете, что вас высшие силы именно подгоняли и говорили, что все, давай, тебе пора. Вот. Вы идете к тому, что вам предначертано. То есть все получится, и все получится даже лучше, чем вы об этом думаете. Вы даже как конечный результат представить себе не можете, насколько он будет шикарный. Если дело касается отношений, вот там вы ждете мужчину, либо вы ждете от мужчины, либо вы там думаете, да, как поступить с мужчиной, то я вам такую вещь скажу, что это дело будет немножечко отложено. Почему вы не видите результата? Потому что время этой ситуации еще, кстати, и не пришло. Здесь вот все, что касается любви, предложений, решений, сближений, там, может быть, даже разделений, пока остается все как есть. Вы зря переживаете, вы зря нервничаете. Это время, оно еще не пришло. Что я хочу точно для вас сказать? Так, то, что вы задумали, неважно, чего это касается, для вас закончится благоприятно. И вот эти ваши нервы, которые вы сейчас тратите направо и налево, там, переживаете, ходите себе локти заламываете, вы себе хуже делаете. То есть вы себя тратите. Вот этого делать нельзя. Доверьтесь, пожалуйста, высшим силам, потому что вот видите, женщина у меня сидит, и над ней вот такой голубочек летает, и он ее защищает. Женщину, да, и, кстати, может быть, и ребенка. Может быть, вы не только про себя думаете, про себя и про ребенка. Все будет замечательно. Высшие силы вас не оставят. Вы под защитой находитесь. Вы должны это для себя знать. И не переживайте. Беды не будет. Не будет. Все хорошо будет. У кого-то быстрее решится, у кого-то медленнее. Но все, вот знаете, по какому-то графику. График высших сил. Вот уже все составлено. Вы не спешите, не отказывайтесь и не форсируйте события. Вот вы идете как будто бы к своему предназначению, к своей судьбе. И она у вас хорошая, светлая. Так что переживать не стоит. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.